Абай Кунанбаев – казахский поэт, композитор, просветитель, мыслитель, общественный деятель, основоположник казахской письменной литературы и ее первый классик, реформатор культуры в духе сближения с европейской культурой на основе просвещения ислама. Абай родился 10 августа 1845 году в Семипалатинской области. Настоящее его имя Ибрагим, но мама и бабушка звали его ласково Абай. Настоящее имя Ибрагим, но прозвище Абай, данное бабушкой Зире, закрепилось за ним на всю жизнь. Отец был суровый, деспотичный человек Кунанбай. Бабушка Зире своими рассказами о старине и народных обычаях, сказками и песнями пробудила в маленьком внуке интерес к жизни и творчеству народа. Абай не имел музыкального образования, музыка и жизни и поэзия Абая занимала важное место. Абай не только прекрасный поэт, но и талантливый композитор. Дамбра была спутником всей его жизни. Абай Кунанбаев, through windless night a glinting moon. Through windless night a glinting moon illuminates in flowing waves the village nestled in the vale where crests the overflowing stream. The thick-trunked bare-branched tree speaks in whispers to itself. Don't you see the bustling earth turning its face green again? Абай Кунанбаев. Бестолковое участие жизнь прозевал. Бестолковое участие жизнь прозевал. Спохватился, да поздно. Вот он, привал. Полузнайка, я мнил себя мудрецом и заносчиво ждал наград и похвал. Я остальных мечтал за собой повести. Они меня сами сбили с пути. Я один. А наглых не вешь ни счесть. И нелепые шутки ныне в чести. Ни друзей у меня и ни любимой нет. Я устала, пою на исходе лет. О, каким необъятным казался мир. Той порой, как встречал я жизни рассвет. Poem by Abay Kунанбаев, Spring. Spring came and melted the snow and ice. The earth was covered in soft velvet. Freed from winter's hibernation and heartache, all that lived into its heart's warm sunlight. The birds fly in and spring entered the blossomy garden, and the youth made a ragged like fledglings. The old men rose again as from the grave, and are honestly happy to meet again their friends. Абай Кунанбаев. Все проходит вокруг. Читает Медет Казамахпал. Отнюдь не досужие, часов перестук. Толкует он нам, все проходит вокруг. Минута равна человеческой жизнью. Прошла, умерла, не воскреснуть ей вдруг. Часы — это воры, стучащие в такт тому, что уходит, скрывая свой шаг. Не зная покоя, проносится время. Пришло и ушло, не вернется никак. Знак жизни текучей — биение часов. Чем мучиться вечно, откликнись на зов. Твой разум все видит, но ты, лицемерие, предстать перед правдой еще не готов. Дни в месяцы влились, а месяцы в год, а годы нас старят, не так ли, друг? Вот, и если в признании я обманулся, меня пусть Всевышний величие поймет. Abay Kунанбаев, Spring. The spring came and melted the snow and ice. The earth was covered in soft velvet, freedom from winter's hibernation and heartache, and all that lives thinks, with its heart's warmth and light. The birds flying, and spring entered blossoming garden, and their youths made rocket-like fledglings. The old man rose again as from the grave, and are honestly happy to meet again their friends. Families hurry to the kinsmen in the nearby hour, embraces, exclamations, a happy commotion. Young wild there, carrying on the air in the triumph. The people have shaken off their winter worries. Abay Kунанбаев. Autumn. Winds blow, with every day it gets colder. Young children and old men complain bitterly. No finding
the usual scraps and bones. The dogs chase after field mice. The winds are kicking up dust, darkening the skies over the steppe. Inside it is cold and damp. But such is our melancholy custom. No fire can be lit in the dreary. Абай Кунанбаев. Пусть бренна природа. Пусть бренна природа, но не человек. Однако ему вернуться вовек. Разлуку души со своей оболочкой прозвали мы смертью, взяв на душу грех. Нас много, поддавшихся ходу вещей, и мы, оступаясь, слабей и слабей. Но тот, кто оставил бессмертное слово, не выше ли смерти душой своей? Земной святой не заботится как, для вечности бренность, негодности знак. Но мира изъяны, увы, не познаешь, не следуя мысли, пронзающий мрак. Друг бренности вечному сможет ли внять, и место на равных в душе не занять. Любитель земного, к дню судному глух ты, кто примет такой полуверой обряд. Summer. When summer in the mountains gain its peak, when gaily blooming flowers begin to fade, when nomads from the sunshine refuge seek beside a rapid in the glade, then in the grassy meadows here and there the salutatory neighing can be heard of variegated stale, and the mare, quick, shoulder deep in water stands in the herd.